Да, давайте пригласим чувашскую весну. Уж наверняка зима уйдет наконец-то от нас. Приглашаем на эту сцену региональную общественную организацию «Чувашское культурное общество Ленинградской области». Они предоставляют праздник Шаварни. Аплодисменты. Чувашская масленица. Дорогие друзья, представляем вашему вниманию масленицу чувашского народа – Шаварны. Как и все язычные народы, провожали зиму и созывали весну, и устраивали масленичные гуляния. Праздник начинается с массового веселья детей и подростков. Они катались на санках, на лошадях, на прялках, поднимались на горку. Кто на горке оказывался первым, тому доверяли начало спортивных работ. Шаварны! 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 В центре поселения устанавливают чучело масляной бабы на санях. Оно символизирует уходящую зиму. Традиционным блюдом на празднике являются блины, которые символизируют круглый диск луны. На столе также есть рыба, каша, пироги, пиво, квас. Ритуальным обрядом во время Шаварны является изгнание злых духов и болезней. Произносят специальные заклинания, используют веник, который символизирует чистоту, и используют кнут. Позже к молодым к празднованию присоединяются замужние женщины и женщины постарше. Поют песню про весну. Конечно же, во время праздника Шаварны ходят друг к другу в гости. Первого гостя принимают особенно почетно, сажают в красный угол на подушку. По примете, если гость сидит спокойно, то означает, что год будет урожайным. Если же вертится и крутится, то год неурожайный. Шаварны празднуют 2 недели. Веселье символизирует, что год будет богатым и радостным. Поэтому народ все время веселится и радуется. Вечером чучело Шаварны поджигают и устраивают пляски вокруг костра. Таким образом провожают зиму и созывают весну. Гуляние продолжается. Сокровище.